Эфир телеканала Якутия-24 продолжает детские новости. В студии Тамара Степарян и Кирилл Андреев. Здравствуйте! Кирилл, а ты знаешь, какой сегодня день? 3 ноября 1907 года во Франции первый в мире вертолет совершил свой полет. А с 1928 года Турция перешла с арабского на латинский алфавит. Погоди, Кирилл, я сейчас не об исторических событиях, а о традициях и праздниках. 3 ноября отмечается вкусный праздник – День оладушек. Оладьи набирают обороты и пользуются большим авторитетом, особенно у нас, детей. В этот день каждая страна представляет свои фирменные оладьи со своими фирменными сиропами или джемами. По легенде, в 1445 году женщина из Англии услышала звон колокола, когда готовила блины, и побежала в церковь в фартуке, все еще держа сковороду с горячим блином. С тех пор все больше желающих носится в этот праздник по улицам со сковородой и блином. Да-да. А в Великобритании есть другая традиция – это блинные гонки. Желающие поучаствовать в гонках часто выходят ряжеными на главную улицу и бегут на перегонки, подбрасывая блины. А вот татары не отмечают День блинов, зато готовят их с удовольствием. Если дети самостоятельно решат приготовить какие-то вкусности, главное, чтобы это происходило под присмотром родителей. Плита для тех, кто еще только растет, может нести опасность возгорания и даже пожара. Ну а если пожар произошел, герои нашего следующего материала знают, как действовать. Мужество, оперативность, точность. Именно такими качествами должен обладать герой. Вот и 3 якутских школьника показали, что вовсе не в возрасте или опыте дело спасения человека. В экстремальной ситуации, при пожаре, когда нет времени на раздумья, а на весах находится жизнь человека, школьники проявили настоящий героизм. Вот именно тех ребят, которые с гордостью теперь носят звание героя. Рамеш Муратов, Роберто Ноев и Николай Жирков. Они спасли человеческие жизни и заслуженно получили свои награды. Выходим, и соседи говорят: Коля, это дедушка, сосед наш был. И все, и получается, говорили, он дома. Получается, мы думали, что он вышел, а он не вышел. И все, я пошел, разбил окно, получается, вижу, он спит. Не знаю, почему спал в пожар. Все проснулись, он спит. Я его разбужал, минуты 2, наверное, разбужал, не мог. Потом начал уже, по лицу бить, он проснулся, все. Я его, получается, вытащил его, и все. Оперативность и точность, кстати, 2 очень важных навыка и для тех, кто хочет научиться управлять дронами. Этому всех желающих обучили на первом фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», который впервые прошел в Якутии. Подробнее о фестивале расскажет Сандара Неустроева. Для тех, кто только начинает знакомиться с беспилотной авиацией, фестиваль «Дотянуться до неба» стал отличным шансом погрузиться в мир беспилотных летающих аппаратов. Так Николай Петров представил на фестивале свои летательные устройства, которые, кстати, применяли во время съемок во многих якутских фильмах. Лет 10 назад очень трудно было представить, например, съемку сверху, как птица сверху. Чтобы это снять, надо было использовать вертолеты. Это дорого. А сейчас с использованием дронов это более мобильность появилась более компактность какая-то. И любое желание именно режиссеров, операторов, задумка какая-то интересная с пролетами, какие-то идеи очень легко воплощаются именно с дроном. От маленьких и проворных дронов, управляемыми почти игрушечными джойстиками, до огромных, способных нести на себе несколько килограмм полезного груза. Здесь каждый может найти для себя что-нибудь интересное и увлекательное, познакомившись не только с беспилотными системами, но и миром авиации в целом. Беспилотными чаще всего являются не только дроны, но и космические аппараты, возможности которых из года в год только растут. В общем-то, мы объясняем, как у нас работает аппаратура, то есть антенна, приемная станция, приемник, ноутбук, требуемое программное обеспечение и последующий алгоритм обработки данных. То есть они учатся, когда можно принять сигнал, то есть подлет спутника фиксируют, принимают сам сигнал и обрабатывают его, соответственно, в картинку.
Один из участников фестиваля, Максим, не только посетил выставку, но еще и принял участие в увлекательной квест-игре. В ней, кроме истории установления беспилотных систем, можно было напрямую взаимодействовать с устройствами. Что тебе больше всего понравилось на данном фестивале и что было наиболее интересным? Мне понравилось, как мы проходили станции, на которых рассказывали дроны-помощники, астероиды, планеты, звезды и прочая астрономия. Всего в мероприятии приняли участие более 3000 человек. Среди них не только студенты и школьники, но и любой желающий, кто хотел узнать мир беспилотной авиации, освоить технологии будущего, а значит стать первопроходцем в отрасли, которая уже меняет мир. Сандара Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Кстати, узнавать мир еще можно и благодаря мультфильмам. Тамара, у тебя есть любимый мультфильм? Да, Кирилл, мне очень нравится мультфильм про Лунтика. А я люблю мультик «Вся правда о медведях». Многие дети любят смотреть не просто мультфильмы, а целые мультсериалы. Ведь они не только имеют развлекательный характер, но и учат детей чему-то новому. А у НВК «Саха» с недавних пор есть свой детский телеканал, который показывает мультфильмы на родных языках народов Севера. Подробнее об этом расскажет наша коллега Аня Попова. Первый мультсериал появился в 1898 году и имел название «Цирк лилипутов». Его смогли посмотреть немного зрителей. После этого мультфильмы менялись в лучшую сторону и сегодня собирают огромное число зрителей во всем мире. Мы узнали, какие мультики нравятся якутским детям. Из советских мне нравится «Ну погоди», «Простоквашино» и «Смешарики». Лично я предпочитаю такие советские мультики, потому что у них есть свой такой антураж, очень красиво. Например, «Голубой щенок» там, или... Я не могу сейчас вспомнить. Помню, был какой-то советский мультик такой, «Жвачка» вроде называется. Советские, например, «Чебурашка». Ну да, милые звери. Советские и российские мультики пользуются популярностью у детей. Многие мультфильмы показывают как и в интернете, и на телевидении. В Якутии есть свой собственный детский телеканал, который вещает на родном языке. Самый популярный мультсериал – это «Току». Все мы, конечно, любим смотреть мультфильмы, но мало кто знает, сколько людей эти мультфильмы готовят. Одна из основных ролей отводится актерам озвучки. Озвучки мы обычно набираем ребят, которые могут озвучить наших героев, находим голоса, и с помощью этих голосов мы подбираем для героев наиболее подходящие голоса. Процесс озвучки обычно это очень сложный процесс. Для каждого героя подбирается своя интонация, для каждой эмоции тоже подбирается своя интонация. И процесс озвучки обычно занимает 2-3 месяца для одного мультика. В скором времени на детском телеканале появится новый мультсериал «Имана». Он станет новогодним подарком для всех детей нашей большой Якутии. Он выходит в декабре. Будет рассказано про маленькую северную фею с волшебной сумочкой, которая помогает всем обитателям тундры. Место действия будет полностью происходить на крайнем севере. Первый в республике детский телеканал «Току», который вещает на якутском языке и на языке коренных народов Якутии, запустили 1 июня, и мы уверены, что у канала будет большое будущее. Анна Попова, Григорий Хлопков, Якутск. Уверена, большое будущее и у нашего города, а также у всей республики. Мы замечаем, как все больше открывается разных детских спортивных площадок, различных скверов и других красивых мест. Вот и в Амгинском районе, в селе Чапчулган, открыли новое общественное пространство «Сквер Матери». Этому событию очень рады все жители села. Так с этим проектом они принимали участие в федеральной программе 3 раза и только с 3-й попытки выиграли в голосовании. Теперь там есть и спортивная зона, и детская игровая площадка, и зона для проведения праздников. Я очень рад, что у нас наконец-таки открылась нормальная спортивная площадка, сквер матери, где могут ходить это дети, родители со своими детьми. Тут очень хорошие такие качели, вот турники очень хорошие также. Спортивные площадки – это здорово, ведь они помогают держать хорошую физическую форму, а также прививать любовь к спорту. Но без хорошего тренера спортсмены бы не смогли завоевать свои золотые медали.
Вот, кстати, на днях в России отметили День тренера. Традиционно в эти дни проводятся соревнования и турниры. В Якутии этот праздник совпал с проведением турнира по хоккею. Катя Юношевская побывала на турнире и готова рассказать подробности. День тренера. Праздник, посвященный людям, которые играют ключевую роль в жизни каждого спортсмена. В этот праздник чествуют всех, кто посвятил себя подготовке чемпионов, призеров и просто людей, желающих заниматься спортом. Для Вадима Цыкунова обучение детей стало частью его жизни, как и занятие хоккеем. А в спорт он пришел еще в 6 лет. Поздравляю вас с Днем тренера! Каково быть тренером? Спасибо большое. Ну, тренер – это такая профессия, которая, как, наверное, каждый родитель воспитывает своих детей. Мы набираем детей с младшего возраста и смотрим с каждым годом, как они растут, как они развиваются, как они ведут себя в обычной жизни, как ведут себя на площадке. Игра на поле всегда оставляет волнительное ощущение, но для юных спортсменов это возможность не только показать свою командную работу, но также личные успехи, которыми они обязаны упорным тренировкам и своим спортивным учителям. Расскажи о хоккее, как ты в него зашел? Я пришел на хоккей в 4 года. Я хотел научиться на коньках, а потом как-то все само вошло в хоккей. Я к тренеру отношусь очень хорошо. Тренировки, даются бывает легко, бывает тяжело. Этот неофициальный праздник напоминает, что без поддержки тренера спортсмен не смог бы покорить все вершины. В хоккее роль тренера особенно важна. Он формирует не только выносливость, но еще и храбрость, характер, волю в победу и победу. Впереди у детей множество самых разных соревнований, где, конечно, будут и взлеты, и падения. Вот и прошедший турнир стал одним из маленьких шагов к большим победам. Екатерина Янушевская, Иван Царакаумов, Якутск. Эти темы показались нам самыми заметными и актуальными. Желаем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.